Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Казанский журналист Сергей Шершнев опубликовал на YouTube, теперь уже можно сказать, архивную запись, грандиозной для своего времени, первой и, скорее всего, единственной исламо-татарской фолк-рок-оперы «Махди». Мы говорим на самом деле о любительской съемке рок-оперы из личного архива режиссера Дамира Сиражи. Да, было такое знаковое, богатое на сильные символы и смыслы событие в Казани 22 августа 1989 года. Думаю, многие наши зрители родились уже после этого года. Чтобы вы понимали, в этот период уже прилично заметно шатались столпы и скрепы Советского Союза. В людях, в интеллигенции, в массах уже чувствовалась пассионарная энергия, которая изнутри разрывала коммунистическую идеологию. Что касается татар, то они во второй половине 80-х годов практически вновь для себя открыли ислам. Рождался и усиливался интерес к своей истории, к своему народу, культуре, традициям и обычаям. И вот в таких условиях примерно жил 40-летний советский эстрадный певец Альберт Асадуллин. Певец, можно сказать, мотался по всему Советскому Союзу, пел, играл в рок-спектаклях, ставил концерты, гастролировал как мог. Альберт Асадуллин в 80-х годах живет в Ленинграде. У него случается серьезная болезнь. Чтобы найти в себе силы, он начинает посещать мечеть в Санкт-Петербурге, то есть в Ленинграде, и начинает проникаться верой, задвинутой с глаз подальше за время господства в стране государственного атеизма. Чуть ранее, в середине 80-х годов, Асадуллин выступил с концертом в Донецке. В зале ему пришла записка с просьбой спеть песню на татарском языке. И он спел на татарском языке о матери, чем тронул весь зал в Донецке. Эта история сподвигла его начать собирать татарские народные песни. И вот певец попадает в особое состояние, когда им завладевает культура его народа. Он в 1989 году со скандалом отказывается от своих гастролей по Советскому Союзу и садится писать фолк-рок-оперу «Махди». 22 августа 1989 года случается премьера оперы, и она приурочивается 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии по мусульманскому летоисчислению. Событие было реально грандиозное. Впервые в коммунистическом Советском Союзе со сцены прозвучали суры из Корана. А где вы сегодня увидите завязанный в один смыслосимвольный узел ислам, татар, Волжскую Булгарию и БТР? Вы это можете посмотреть в сохранившейся до наших дней кинопленке.
После премьеры в Казани «Махди» увидели во всех крупных городах Татарстана, в Ленинграде и в Москве. Это произведение оставило глубокий след в сердцах сотен тысяч людей, как призыв к единению, сбережению культуры, традиций и духовности. Видео с фолк-рок-оперы можно смотреть, чтобы проникнуться атмосферой Казани конца 80-х годов. Качество видео, сами понимаете, тоже под стать старым технологиям конца 80-х, 20 века. Ну а если вам не нравится качество картинки, то можете просто прослушать отдельный аудиотрек «Махди» Альберта Асадуллина. На просторах интернета он есть. В этом году в Башкортостане отмечается 130-летие со дня рождения выдающегося советского дипломата и уроженца Башкирии Карима Хакимова. Правда, в Википедии говорится, что он родился в 1892 году в деревне Дюсяново Пелебейского уезда Уфимской губернии. Сейчас это Бишбулякский район Башкортостана. Учился он в медресе села Каргалы, которое сейчас относится к Сакмарскому району Оренбургской области. Затем он учился в медресе Галия в Уфе. Карим Хакимов по большей части известен как Красный Паша из-за своей яркой дипломатической деятельности. Он участвовал в установлении дипломатических отношений между молодой советской Россией и странами арабо-мусульманского мира – Ираном, Йеменом и Саудовской Аравией. У Карима Хакимова были очень близкие отношения с королем-основателем Саудовской Аравии Абдель-Азизом ибн Абдурахманом ас-Саудом. Нужно отметить, что Аравийский полуостров в начале 20 века был ареной противостояния и ареной интересов многих мировых держав. Кариму Хакимову приходилось противостоять легендарному Лоуренсу Аравийскому и знаменитому английскому разведчику Киму Филби. Кстати, Кариму Хакимову удалось сделать так, чтобы Советский Союз перехватил инициативу, и в начале 30-х годов будущий король Саудовской Аравии Фейсал посетил Москву. Но затем, в октябре 1937 года, его отзывают в Москву, арестовывают, обвиняют в шпионаже и в участии в контрреволюционной деятельности, а 10 января 1938 года Карима Хакимова расстреливают. Татарин Карим Хакимов известен не только как выдающийся дипломат, он также сыграл важную роль в отношениях татарского и башкирского народов в начале 20 века, когда наши республики Башкортостан и Татарстан только-только учреждались. Дело в том, что в Башкортостане есть распространенный миф, что Карим Хакимов, будучи революционером-интернационалистом и членом мусульманского военно-революционного комитета, принял решение арестовать видного деятеля башкирского национального движения Ахмеда Заки Валидова и других лидеров Башнацдвижения в феврале 18 года в Оренбурге. Да, время тогда было именно такое, что Карим Хакимов был коммунистом-интернационалистом, а Ахмед Заки Валиди был самым ярым башкирским националистом, который питал неприязнь к Хакимову за то, что тот был в том числе и татарином. Валиди или Валидов писал в своих воспоминаниях, что его арестовали солдаты-татары. Потом Валидов встречался с Хакимовым в 1923 году. И вот уже в 2020 году выходит книга Карим Хакимов «Летопись жизни», написанная высокопоставленным сотрудником МИД России Олегом Озеровым. Автор книги исследовал жизнь Хакимова с дотошностью по дням и неделям. Причастность Хакимова к аресту Валиди документально не подтверждается. В органы советской власти Оренбурга Хакимов вошел лишь в апреле 2018 года, тогда как правительство молодой Башкирии и сам Валиди были арестованы 17 февраля, то есть 2 месяцами ранее. Кстати, книгу Озерова можно увидеть на рабочем столе Радия Хабирова, главы Башкирии.
Надеемся, глава республики прочтет эту книгу от корки до корки, и между татарами и башкирами Башкортостана будет меньше обид и претензий друг к другу. Ногайские и башкирские этномиссионеры в своих манипуляциях историческими фактами любят ссылаться на два исторических документа – ревизские сказки и метрические книги. Говоря современным языком, ревизские сказки – это такая перепись населения в Российской империи. Правда, это перепись не всего населения государства, а лишь тех, кто должен платить налог в пользу государства и дворян. Самих дворян записывали в специальную дворянскую книгу. Ну а метрические книги – это такие записи в виде ЗАГСа, только их делали мусульманские и православные религиозные деятели. Вот, например, башкирский этномиссионер Рафиль Асылгужин рассказывает о нагайцах Оренбуржья. В целом, посыл его нам понятен. Он призывает, миссионерствует, чтобы татары Оренбурга перестали быть татарами. Вспомнили, что они были когда-то нагайцами, и таковыми остались сейчас. Как минимум 6 крупных населенных пунктов имеют отношение к ногайскому народу. Вот. И что говорят документы? Конечно, вот воздвиженки и в Никитинке сейчас там нагайцев практически нет. Они были определенный исторический период, они были вынуждены отселиться. Допустим, в село Шишма. Там была определенная колониальная политика, политика властей, потом жители некоторых сел, особенно Кондуровка, они участвовали в Пугачевском восстании на стороне Пугачева, поэтому, когда каратели зачищали эту территорию, многие погибли. Деревня есть такая Гюлгутлина на границе Саракташского и Куандыкского района. Она относительно позднего происхождения, половина жителей башкиры, из башкирского рода Усерган, а другая половина нагайцы. То есть и даже в Куандыкской энциклопедии так и прямо и написано, что современные татары деревни Юлгутлина имеют нагайское происхождение. Прям попал в Куандыкскую энциклопедию. И действительно, по всем материалам ревизских сказок, по всем метрическим записям, там проживали башкиры и ногайцы. Прям так и писали их прадеды, что Ногай Тайфсенен, то есть из нагайцев, а кто из башкир, они писали из башкир. И произошла такая метаморфоза, уже первые советские переписи в той же Юлгутлина население записали как татары. С чем это связано? Это связано с переводом, наверное, на татарский язык обучения, возможно. Ну вот возобладал, скажем так, восторжествовал татарский проект, и вот в этих селах все нагайцы практически стали идентифицировать себя с татарским народом. Мы ни в коем случае не пытаемся перетянуть одеяло на себя, сказать, что вы башкиры же, вот по ревизским сказкам, допустим, 1834 года, 8-я ревизия, вы были в сословии башкир. Мы это признаем, да, для царской администрации это была такая квалификация, но вы по происхождению нагайцы были и остаетесь нагайцами. Мы верим в то, что и мы считаем правильным, что если ты по происхождению нагаец, если твои предки записывали себя нагайцами, в метрике твой прадед записал «я нагай тайфсенан», то ты тоже нагаец. И ты должен гордиться этим. Если ты мещарин, то и твои предки были мещарями, то ты тоже должен записывать себя мещарином. Это обязанность, и мы не должны предавать своих предков. То есть вы понимаете, что татарам в Оренбурге предлагают сегодня отказаться от своего этнонима и записаться так, как записывались их предки несколько сотен лет тому назад. Татары – это многокомпонентный народ. В нашу нацию влились представители многих и разных этносов. Разнообразие в татарской нации сохраняется и по сей день. Мы же до сих пор говорим, что среди татар есть и мишари, и кряшины. Но Рафиль Асылгужин считает, что те, кто сегодня называет себя татарином, предает своих предков. Смелое рассуждение. И вот нагаец Алим Махсутов, студент исторического факультета одного из вузов в Стамбуле, поддался чарам башкирских этномиссионеров и занялся проповедью в их стиле. Только он пошел еще дальше. Утверждение Асылгужина, что быть татарином – это значит быть предателем своих предков. Алим Махсутов и вовсе обвиняет Казань и татар Татарстана в ассимиляторской политике. В частности,
по отношению к юртовским татарам. Казань предлагает ассимиляцию и унификацию всего татарского, да, то есть у них татарское – это казанское. То есть юртовцы должны забыть свой язык, свою культуру и должны перенять все татарское. Интересным образом уже ногайские этномиссионеры обращаются к ревизским сказкам и метрическим книгам. Если башкирские этномиссионеры свою мифологизацию основывают лишь на ревизских сказках, мол, если там написано, что твой предок был башкиром, значит и сегодня ты должен быть башкиром, а не каким-то татарином, то этномиссионер Алим Махсутов ревизские сказки не берет в учет. Он выбирает только метрические книги. Что мы видим, что я вижу из архивов, если мы берем ревизские сказки, которые составлялись русской администрацией, то мы видим, что там написано везде татары, юртовские татары, астраханские татары. Но как только мы смотрим в метрике, то мы видим там только ногай. И ни разу вот за все время, которое я читаю астраханские метрики юртовские, я ни разу не встретил упоминания слова татар. Даже по отношению к казанским татарам, к мишарам, да, их именно обозначают как казанлы. Вот. Во всех остальных случаях, вот, когда дело касается юртовских или же харагаш ногаев, то обозначают юртовский ногай или харагаш ногай. То есть именно так, что ногай, везде мы встречаем это слово ногай. Недавно открыл метрические книги главной мечети Астрахани, это Белая мечеть, это главная мечеть Астрахани, за 1871 год. Это задолго до советской власти, но это намного позже и средневекового пласта, на который пытались ссылаться. Вот, что это ногаи были средневековые, а потом мы так себя не называли. На самом деле 1871 год уже называли ногаями. Открыл метрики, и там уже сразу ногай, юртовский ногай. И также за 1901 год, например, метрики, да, тоже юртский ногай, да, везде вот ногай встречается. То есть сам себя народ так называть не переставал ни после средневековых веков, ни в наше время. Обратим ваше внимание, что Махсутов нам говорит, что да, просмотрел абсолютно все метрики в Астрахани и абсолютно нигде не увидел упоминания о татарах. Очень радикальное и категорическое заявление, вам не кажется? И вы знаете, мы тоже заглянули в метрические книги Астраханской области и обнаружили, что Махсутов, мягко говоря, лукавит. Мы говорим о документах, сохранившихся в Черной мечети Астрахани. Она была построена в 1816 году и была соборной мечетью Бухарского двора. В метрической книге от 1877 года мы находим упоминание о атасы Кандырау татары Исмаил имам Ахзамула. В метрической книге от 1878 года есть запись о атасы юртовский татар Ахмадияр Ибрахимула. А вот, например, в метрической книге 1882 года мы там видим запись о атасы юртовский татар Хаджи Тархан шәһәреннән Курбанбай Минги Галиулла. Похожую информацию мы видим в метрической книге 1896 года, где говорится о атасы юртовский татарин Мухаммад Харис Ибрахимулла Уразалин. Мы только что разоблачили манипуляции. И теперь вы понимаете, что юртовцы спокойно себя считали татарами и до революции, то есть в XIX веке. И никаких страхов, что Казань вот ассимилирует их, у них не было. Что такое метрика? Метрика – это то, что заполнял каждый имам. Имам каждой мечети, он заполнял каждый год список родившихся, список умерших, список браков и разводов. То есть это вот такие, скажем так, записи были на каждый год. И самое главное, что это делал сам имам, сам мулла этой мечети, то есть человек из среды этого народа. И исходя из этого, это как бы наиболее объективный взгляд на население, скажем так, под его властью или под его надзором. Дело в том, что русские администрации, они же часто путали или же не так назвали, то есть у них были какие-то определенные названия, особенно часто это встречается именно с таким названием татар, и
действительно татарами назвали все группы нагайцев раньше, и это делали только русские. Только русские нас так назвали. Такое утверждение Алима Махсутова мы считаем в корне неквалифицированным. Оно не отражает действительность тех событий и времен Российской империи. Дело в том, что Российская империя до 1917 года была страной, где на государственном уровне у граждан поддерживалась именно сословная идентичность. К национальной идентичности в Российской империи относились в большей степени безразлично. В Российской империи была аристократия, дворянство, социальные группы, наделенные определенными правами на землю, и другая часть – податное население. Именно это обстоятельство было важно властям при учете населения, а не внутренний, духовный и культурный мир, традиции, язык, обычаи какой-либо локальной этнической сообщности. Государству были важнее материальные измерения человека. Кстати, вы сами можете оценить, как пытается осознать этот факт Алим Махсутов, и у него это не очень получается. Некоторые наши оппоненты, исследователи, и в том числе я сам это обсуждал с татарстанскими исследователями генеалогии, что они говорили, что в метриках записаны сословия, то есть что это сословские какие-то обозначения. Но вот передо мной вот открыта метрика 1893 года из Семиковки. И здесь вот в первой же строчке обозначен туркмен тайфасы. Туркмен. То есть могло ли быть сословие туркмен, и в то же время казанлы, и в то же время ногай, да? То есть неужели настолько много сословий таких, да, вот в одном селе есть какие-то туркменские сословия? Но на самом деле это прям явно, что это обозначение народов. Тем более, что здесь написано туркмен тайфасы. Нет, Алим. Переписи и метрические записи в Российской империи не делались ради юртовцев или туркменов, они делались ради самого государства. Метрические книги составлялись имамами мечети. А кем были в Российской империи эти имамы? По большей части они были религиозными чиновниками, которые подчинялись Оренбургскому духовному управлению мусульман. Зачем именно имамы вели такие учеты населения? Ответ прост. Мечети были ответственны перед государством. Им нужны были мужчины, которых призывали в рекруты. Ну, или когда объявлялась всеобщая мобилизация и страна шла на войну. Еще раз повторим нашу главную мысль. Не стоит конструировать искусственно из юртовцев нагаев, опираясь лишь на метрические книги. Там вы найдете как упоминание нагайцев, так и татар. Татары являлись главным этнокомпонентом юртовцев, и не нужно это отрицать. А что касается самих метрических книг, то этот документ также отражает интересы государства, а не этноса. Там упоминаются сословия и юридические статусы, потому что именно эти категории определяли круг обязательств человека перед государством.